Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Проблема кибермошенничества по-прежнему в республике остается актуальной. Аферисты придумывают все новые и новые схемы. Финансовые потери граждан растут. Как раскрываются подобные преступления, каким уловкам прибегают киберпреступники, как они вычисляют потенциальных жертв и как не стать жертвой киберпреступников. Тема сегодняшней передачи. И для разъяснения мы пригласили сегодня капитана полиции, старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по республике Михаила Петровича Гуляева. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте. Вот, как мы знаем, что развитие компьютерных технологий сейчас очень развивается, и с появлением таких коммуникаций у нас хранится очень много информации в компьютерах наших, в организациях, у частных лиц. И в связи с развитием вообще телекоммуникаций и появления профессиональных людей, которые имеют отношение к компьютеру, утечка информации бывает, может пострадать и организация, и физическое лицо. Вот. В связи с этим, какая статья отведена в Уголовном кодексе? Да, развитие новых технологий, информационно-телекоммуникационных технологий вносит не только положительные какие-то стороны, но и имеет обратную сторону. Такие как то, что злоумышленники успешно используют эти технологии для своей анонимизации и воплощения своих преступных умыслов. В основном, что у людей сейчас на слуху, это интернет-мошенничество, мошенничество телефонное, дистанционное, кибермошенничество. Регулируется статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, различными его частями этой статьи, и предусматривает до 10 лет лишения свободы санкции такие. Спасибо. Внимание на экран. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Интернет давно и прочно вошел в жизнь каждого человека. Но цифровизация имеет и обратную сторону. Новые технологии не только привносят в нашу жизнь комфорт, но и являются источником новых проблем для граждан, которые становятся жертвами циничных мошенников. Граждане не успевают адаптироваться к уже известным уловкам, как аферисты придумывают новые. Они следят за новостями и активно используют чувства и реакции доверчивых граждан на те или иные события. В итоге тысячи людей, в том числе якутяне, теряют деньги. Основным инструментом злоумышленников остаются телефонные звонки. В последние годы наблюдается постоянный рост преступлений, связанных с дистанционными хищениями денег с банковских карт и счетов граждан. Итак, по последним данным МВД Республики, за 10 месяцев текущего года на территории Якутии зарегистрировано 1879 преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За это время общий ущерб, причиненный якутянам, составил порядка 203 миллионов рублей. Михаил Петрович, все-таки какие самые распространенные схемы, методы бывают мошенничества? На территории Республики Саха-Якутия наиболее распространены схемы мошенничества, при которых, как каждый, наверное, человек с этим сталкивался у нас, как житель республики. Это звонок от представителя банка под видом каких-то несанкционированных операций или смена финансового номера буквально каждому человеку. Поступали такие звонки. Также распространены схемы, при которых людям звонят представители правоохранительных органов. Технологии, которым пользуются преступники, позволяют позвонить с телефона дежурной части, с телефона отдела полиции, с действующего телефона представиться действующим сотрудникам в том числе. И распространены также схемы, при которых потерпевшие регистрируются на интернет-сайтах, которые действуют под видом инвестиционных проектов, брокерских организаций, каких-то финансовых организаций, которые предлагают услуги на финансовых рынках, позиционируют себя как участники Форекс-рынка. И такая схема, она чем опасна, то что потерпевшие наиболее крупные суммы
которые потерпевшие теряют именно вот при такой схеме, при инвестиционных проектах, потому что это долгоиграющая, так скажем, схема, при котором человека могут вести месяцами И народ перед тем, как он теряет. узнает то, что это никакая не брокерская контора, а преступники. И также распространены схемы с бесплатными объявлениями. На всем известных сервисах подаются объявления о продаже каких-либо товаров, будь то телевизоры, что угодно, авиабилеты, могут создавать фишинговые сайты. И потерпевшие переводят предоплату за какой-либо товар, и товар, естественно, не получают. То есть смысл этого, то, что потерпевшие вносят предоплату при осуществлении купли-продажи. Все-таки это дистанционное преступление получается, да? И все-таки, наверное, есть свои сложности в раскрытии. Но как вы раскрываете, как выявляете такие преступления и как вообще вот предотвращаете? Выявление киберпреступлений, так как они напрямую связаны с сетью интернет, выявляются такие преступления посредством мониторинга сети интернет и поиска каких-то подозрительных сообщений, подозрительных предложений, выявление подозрительных интернет-сайтов. Это что касается выявления, потому что сейчас и в мессенджерах сейчас куча объявлений о каких-то преступных сделках, да, и в сети интернет куча интернет-сайтов, которые предлагают какие-либо товары, но еще, так скажем, не нашли своих жертв. Поэтому мониторингом сети интернет эти сайты выявляются, и преступления предотвращаются на ранней стадии. Но в основном киберпреступность носит имущественный характер, то есть всегда есть потерпевший. Поэтому потерпевший всегда сообщает об этом в правоохранительные органы, либо самолично пишет заявление о совершенном преступлении, и уже начинается доследственная проверка. То есть, получается, вы всегда повышаете свой профессиональный уровень, так скажем, да? Как это вообще делается? Какая-то учеба у вас проводится специально в структуре, да? Да, в подразделениях МВД, в каждом оперативном подразделении нашего министерства уже созданы в 2020 году и ранее созданы были специализированные подразделения именно по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Сотрудники этих подразделений на постоянной основе проводят повышение квалификации на базе образовательных учреждений МВД, на базе образовательных учреждений, в том числе и Банка России, и IT-организаций по кибербезопасности. То есть совместно с данными структурами, то есть с банками, там, да, с информационными технологиями связанные, получается совместное обучение, да, происходит? Да, потому что преступления в этой сфере требуют именно плотного взаимодействия с участниками информационного обмена. То есть это и кредитные организации, и сотовые операторы, и иные участники, у которых большие информационные базы. Потому что главным фактором является оперативное получение именно информации из сторонних организаций. В данной сфере у нас дети становятся еще потерпевшими больше, да, по-моему. Они умеют быстро адаптироваться к большому потоку информации, и, тем не менее, они совершенно не защищены, получается, от опасного контента, да? Поэтому легко подвергаются киберпреступности. Давайте мы посмотрим видеосюжет.
Предотвращение киберпреступлений в отношении несовершеннолетних в киберпространстве относится к наиболее актуальным проблемам правоохранительной деятельности, так как число интернет-преступлений в отношении детей продолжает расти. Угроза направлена не только информационного характера, но и поведенческого. Получается, это и игромания, бесконтрольная трата денег, опасные знакомства. Также бывают случаи, когда кибермошенники у детей выманивают номера и данные карт родителей, а затем выводят средства из их банковских счетов. По данным отдела по организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по республике, за прошедшие месяцы текущего года были выявлены интернет-преступления в отношении 22 детей. Наиболее частыми являются случаи сексуализированных домогательств со стороны взрослых через переписку с несовершеннолетними. Как правило, такое общение сопровождается обменом изображений порнографического содержания, при этом дети вовлекаются в процесс обманным путем. Кроме того, были зафиксированы случаи преступлений в сфере IT-технологий с участием 26 подростков из Якутска, Алданского, Нерюнгринского, Нюрбинского районов, стали фигурантами уголовных дел. Опасность представляют сообщества в социальных сетях девиантной и деструктивной направленности. В Якутии жертвами таких пабликов стали 14 подростков, зачастую не задумывавшихся о целях, которые преследуют руководители таких сообществ. Итак, чтобы уберечь ребенка от негативного воздействия интернет-среды, родителям необходимо внимательно отслеживать перемены в поведении своих детей. Эксперты предлагают, если ребенок подает подобные сигналы, не следует действовать грубо и агрессивно. Лучше попытаться наладить контакт и установить доверительные отношения. Если же подросток закрывается от родителей и не в силах выстроить с ними доверительный разговор, существует способ помощи со стороны. Для этого был создан всероссийский детский телефон доверия. Он указан на экранах ваших телевизоров. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, а каким образом вообще проводите профилактические работы? Да, Министерством внутренних дел эта задача относится к приоритетным, то есть профилактика таких видов нарушений, киберпреступлений, потому что здесь необходимо довести гражданам именно ту информацию, которая позволила бы защитить их средства, их накопления. Поэтому министерством проводится на постоянной основе встречи с крупными трудовыми коллективами, с коллективами, которые наиболее подвержены таким видам преступлений. Совместно с коллегами из других заинтересованных ведомств выпускаются видеоролики на различные темы, да, на схемы, которые мы разбирали ранее. И ведется просветительская работа в самой сети интернет. И доходит даже вплоть до такого, что в рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции обходят поквартирно дома, объясняют жителям этих домов, вручают информационные буклеты и объясняют об опасности киберпреступлений. Потому что из практики при опросе пострадавших, можно сказать, практически все были ознакомлены с информационными стендами, потому что сейчас они буквально везде, в автобусах, в банках, везде мы наблюдаем профилактические плакаты, какие-то информационные буклеты. Но тем не менее, это, безусловно, вносит свою какую-то положительную лепту, да, но граждане продолжают попадаться на уловки мошенников, поэтому изобретаются новые методики именно в сфере профилактики. Да, народ у нас получается очень доверчивый, да? Даже буквально в новостях недавно, в эти дни, жительница Мирного района, по-моему, да, тоже перевела немаленькую сумму мошенникам. Одна женщина тоже со свадебного салона, по-моему, тоже перевела немаленькую сумму. Вы какие-нибудь можете сейчас привести примеры? С примера могу привести уголовное дело, которое недавно расследование было окончено. Там тоже очень крупная сумма денег. Жительница республики перевела мошенникам более 36 миллионов рублей. Более 36 миллионов рублей, причем накопления были не ее личные. Ради этого она пошла сама на преступление, похитила эти деньги в организации, в которой работала. И как раз-таки это произошло по схеме, про которую я говорил. Это
брокерская фирма. То есть она надеялась, что эти инвестиции она приумножит, вернет в кассу и сама обогатится за этот счет. Да. И в ходе расследования сотрудниками полиции расследование длилось практически 2 года. Были вылеты в различные регионы России, потому что схема этих преступлений, то что все эти преступления межрегиональные, а некоторые, и большинство даже, я могу сказать, они межгосударственного уровня, с международными связями, потому что так называемые колл-центры, большинство крупнейших колл-центров, которые обзванивают жителей России, они находятся за пределами России, в западных странах. Оттуда идут звонки, но схемы преступных групп, они устроены таким образом, то, что денежные средства похищенные переводятся на карты, открытых на физических лиц жителей России. Деньги обналичиваются в России, и с помощью цифровых валют, с помощью криптовалют, которые сейчас очень популярны у преступников, они выводятся за рубеж. Поэтому определенные сложности, конечно, есть, определенные сложности и при возврате денежных средств, но виновные люди устанавливаются и привлекаются к ответственности. Вот по факту, по которому я рассказал, 3 лица, участника преступной группы, в настоящее время дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу. То есть суда еще не было, мы ждем, да? Да. А вот вы говорите, банки иногда вот компенсируют ущерб. В каких случаях? Мы понимаем, что население, вот гражданин сам виноват, да, но тем не менее какие-то, может быть, есть случаи, когда вот банки компенсируют ущерб гражданину. У банков есть система возврата средств клиентам, но при несанкционированных списаниях, которые произошли без согласия клиента. В случае совершенных мошенничеств все потерпевшие переводят деньги лично, да, они вводят данные банковского продукта, то есть банковской карты, самолично все эти операции производят. Поэтому эта операция не будет считаться несанкционируемой, потому что клиент банка добровольно переводит деньги. Поэтому банк в этом случае, в разных банках разные инструкции по возврату денег. Редко когда банк пойдет на возврат денег. Но все же бывают, наверное, моменты, когда гражданин, допустим, вот перевел, не понимая, что он совершает такой поступок, да, глупый, все равно же имеет право позвонить, наверное, в банк или вот в телефон доверия вот МВД, да, у вас? Да, конечно. Необходимо позвонить на горячую линию банка прежде всего. В банке, как правило, у них свои алгоритмы общения с клиентами, которые подвергаются мошенническим действиям, поэтому они все объяснят. У них для этого все средства есть, потому что в банках работают так называемые антимошеннические центры, антифрод-центры, поэтому банки напрямую тоже работают с киберпреступностью и онлайн-мошенничеством. Итак, давайте мы сейчас посмотрим следующий сюжет «Как не стать жертвой киберпреступления». Как не стать жертвой киберпреступления? Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомнительным номерам, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, проверяйте телефонные номера в официальных справочниках, никому не сообщайте свои пароли и личные данные. Михаил Петрович, скажите, вот какие-нибудь сейчас мошенники придумывают новые уловки, так скажем? Да, новые уловки есть. Мошенники, они адаптируются на социальные условия, социально-экономические и политические, в том числе условия, которые в настоящее время у нас в стране, либо отдельно в регионе. Поэтому схемы, при которых совершаются это действия, постоянно меняются. Вот при начало проведения специальной военной операции также начались посягательства на личные данные участников спецоперации, так называемый развод.
членов семьи, да, под видом сбора каких-то денежных средств для участников спецоперации, да. Когда бушевал у нас коронавирус, тоже связанный с этим, то есть очень быстро, Схватывает. да, очень быстро схватывают нынешнюю ситуацию и адаптируются под именно действующую вот ситуацию в стране. Поэтому эти схемы, они так и будут придумываться, и необходимо нам также быстро реагировать на них, что в настоящее время нами и проводится. Я вот по детям хотела еще вопрос спросить. Вот в отношении детей какие профилактические работы ведутся? В отношении детей, ну, проводится прежде всего работа со взрослым населением, потому что взрослое население это именно родители, да, которые могут повлиять на своих детей. Сейчас ситуация достаточно серьезная, да, потому что подрастающее поколение — это наиболее активные пользователи интернета, каких-то его неизведанных частей, да, играют в онлайн-игры. В онлайн-играх там свой мир, потому что там куча неизвестных личностей тоже, которые за какие-то деньги могут предложить какую-то новую окраску оружия там, или еще что-нибудь, да, так называемый донат. Поэтому дети без опаски знакомятся непонятно с кем, могут втайне от родителей, значит, сообщить реквизиты банковских каких-то продуктов, да. Поэтому работа ведется со взрослым населением в этом плане. И, конечно, проводятся встречи с учениками образовательных учреждений. И им отдельно доводится об опасностях во всех сферах. То есть и в играх это, и в сети интернет, в мессенджерах. Как я говорил, вот у преступников все ограничивается лишь их фантазией, а в сети интернет фантазия просто безгранична может быть, поэтому под предлогом всего что угодно могут быть и похищенные деньги, и использованы персональные данные, и так далее. А вообще вот преступники сами признают свою вину? И как вообще они на это реагируют, когда все-таки они понимают, что уже, их поймали, скажем так? Ну, тут по-разному, тут от человека зависит, потому что эта сфера киберпреступности все-таки там у преступников свои какие-то признаки, потому что это более, так скажем, интеллектуальная преступность, да, и, конечно, преступники в ходе следствия, они, конечно, начинают раскаиваться, и где-то они даже возмещают ущерб. Но проблема в том, что киберпреступность, которая находится на уровне, да, вот, в составе организованных групп, она очень многоступенчатая. И зачастую до самых верхушек, да, где это происходит именно, вот как я говорил, из-за границы, звонки колл-центров. Сейчас, допустим, довольно сложно добраться до преступников, которые находятся за границей, да? Поэтому к ответственности привлекаются лица, которые находятся на территории и осуществляют именно процессы обналичивания денег. Конечно, у них позиция такая, то, что я никого не обманывал, там, я всего лишь помогал обманщикам. Поэтому все равно подпадает под статью 159 — это мошенничество в составе организованной группы, то есть исполнение какой-то определенной роли. Позиция по-разному. Мы говорим, население у нас очень доверчивое, да? А в основном какая категория попадается, становится жертвой? Жертвами становятся, несмотря на всеобщее мнение, то, что попадаются лишь пенсионеры, более неграмотная в цифровом плане какая-то группа людей. Но нет, статистика показывает, и практика показывает то, что жертвами становится, как правило, вот именно работоспособное население, которое находится в самом работоспособном возрасте, там, 35 лет, да, 40, 45, 50.
Да, конечно, и пенсионеры попадаются. Но мошенники тоже проводят свою там анализ, да, по какой группе лиц работать, и поэтому они, естественно, ориентированы на рабочее население, то есть работоспособное, у которого есть какие-то накопления. Ну да, кто имеет доход, да? Да. И кто имеет, наверное, свободный доступ к компьютеру, там, к каким-то гаджетам, да? Да, и нами фиксировалось то, что вот в теневой части интернета, вот в Даркнете, продаются базы данных клиентов, допустим, какой-то области, ну, скажем, Омской области или республики какой-нибудь, да, именно с разбивкой по годам рождения. То есть продаются данные лиц от 30 до 40, либо работников образовательных учреждений, либо Министерства здравоохранения и подведомственных. То есть эти базы разделены именно по категориям лиц. И поэтому они представляют для мошенников особую ценность. То есть, наверное, они даже наблюдают, когда наступает отпускной сезон, да, допустим, у учителей, да? Как-то вот так по сезонам, наверное, тоже смотрят, да? Ну, не исключено то, что и по сезонам. Понятно. А бывает ли повторно вот попадается жертва? Вот, допустим, в том месяце попался, и в этом месяце снова попадается? Такие ситуации были, причем довольно нередко. Это, как правило, вот, было в ситуациях при инвестиционных фирмах, вот этих вот Все-таки верят, форекс-дилерах. да? То есть, когда они теряют свои деньги на инвестициях, потерпевшие, допустим, ну, скажем, 5 миллионов рублей человек вложил, понял, что это мошенники. Через месяц или два, когда уже он подал заявление в полицию, когда он уже сидит и ждет результаты расследования, ему поступает звонок, допустим, от юридической фирмы, которая занимается возвратом средств, потерянных в ходе инвестиционных, да, взносов. И человек начинает работать уже с ними. Естественно, за свои услуги они тоже просят деньги, он им начинает переводить деньги, и оказывается, что это те же самые лица, и вот бывает такое. Все равно не понимает, да? Да. Да. Итак, что бы вы хотели сказать нашим телезрителям, гражданам республики? Ну, граждан республики хотел бы предостеречь. В принципе, все, конечно, есть вот, и в передаче, да, вот то, что было представлено в информационном, да, стенде. Не пренебрегать этими советами и никогда не торопиться, то есть никогда не производить платежи опрометчиво, потому что то, на что надеются мошенники, это они ставят человека в стрессовую ситуацию и ставят перед выбором, либо да, либо нет. И выбор нужно принимать сейчас, то есть у человека нет возможности воспользоваться звонком более разбирающимся товарищу, там, детям, да, прямо здесь сейчас, поэтому никогда не торопитесь при вот возникновении таких спорных ситуаций. Лучше прекратить общение с этими неизвестными людьми и перезвонить, спокойно положить трубку и перезвонить в тот же банк, если звонок поступил с банка. Если звонок поступил с полиции, перезвоните в дежурную часть. Из всего есть выход, поэтому никогда не надо торопиться. Вот это самое главное. И при при возникновении желания участия в каких-то инвестиционных проектах, пожалуйста, элементарно можно воспользоваться поиском в интернете, где уже наверняка есть негативные отзывы и информация по этой организации в том, что она является недобросовестной. И такие инвестиционные проекты, да, как участники Форекс рынка, это все регулируется законодательством России, и организация должна быть внесена в списки Центробанка, который там довольно-таки немного организаций, то есть ограниченный список. И с организациями, которыми не указаны в этом списке, я бы не рекомендовал работать, потому что гарантию защиты средств уже никто не даст. То есть все нужно проверять. Да. Да. Спасибо, Михаил Петрович.
Итак, еще раз подчеркну, что ни под каким предлогом нельзя сообщать посторонним лицам коды своих банковских карт, различные коды подтверждения, приходящие в СМС-сообщениях. Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните на горячую линию финансового учреждения. Если у вас имеется печальный опыт общения с мошенниками или наоборот, вам удалось дать им отпор, делитесь этим опытом с родственниками, друзьями и коллегами. Чем больше люди будут знать об атаках злоумышленников, тем реже будут попадать на их уловки. Помните, что нельзя разглашать свои персональные данные, совершать финансовые операции по указанию незнакомых лиц, не переводите им деньги, кем бы они ни представлялись, что бы вам ни обещали. Берегите свои сбережения. На этом на сегодня все. Встретимся ровно через неделю. До свидания.